Визитной карточкой любого города являются чисто убранные въездные дороги по всем его транспортным артериям. Молодежь столицы Гагаузии, приверженная к данной истине, 22 мая в очередной раз провела субботник по уборке въездов в Камрат. Председатель молодежной организации «Единство во имя будущего» Степан Кара сообщил, что на проводимом субботнике принимают участие около 50 активистов, руководимой им организации. Сегодня по инициативе кандидатов в мэры города Камрат Николая Харлампича Дудоглу мы решили провести городской субботник. Мы решили с нашей молодежной организацией «Единство во имя будущего» выйти на окраины города и очистить окраины нашего города от мусора. Наш город после зимы загрязнен везде по городу, и пакеты, и бутылки пустые, много разного мусора. Поэтому его надо очистить, чтобы наш город был самый красивый, каким он уже 11 лет подряд является. Николай Дудоглу, кандидат в примары муниципе Камрат, принимающий участие в субботнике, отметил, что согласно разработанного графика в третьей декаде мая запланировано проведение акции «Чистый город», в котором активное участие принимает городская молодежь. У нас вместе с молодежной организацией у нас разработана программа на полугодие. И сегодня как раз у нас в программе субботник. Мы, несколько недель назад у нас был субботник со взрослыми. Мы, очистили наши въезды в дорогу со стороны Кирсова, со стороны Кантемира. А сегодня вместе с молодежной организацией мы вышли на субботник для того, чтобы очистить полностью выезд в сторону Чедерлунги. И очистив эту сторону, мы вернемся с другой стороны в сторону выезд в Бессарабку. Ребята вышли все, говорится, с хорошим настроением. Убираются кульки, бумаги, сухие, ветки. Мусор, который есть. Для того, чтобы Камрат был на самом чистым, благоустроенным. В городе часто проводятся субботники по санитарной очистке и благоустройству. Тем не менее, валяющегося мусора в виде полиэтиленовых кульков и бутылок, а также других предметов много. Все это, как сказал Николай Харлампьевич, является следствием небрежного отношения тех, кто не ценит и не дорожит чистотой и порядком в городе. Я вам скажу, что наш город уникальный город. Конечно, очень многие люди, которые поддерживают дисциплину. Есть у нас много водителей, которые, проезжая, выбрасывают, кульки, бумаги различные. Поэтому я хотел бы обратиться к ним, для того, чтобы они ценили труд. Потому что действительно, ребята, каждый год мы выходим, убираем. И я очень благодарен нашей молодежи из Камрата, что действительно ребята с удовольствием выходят и помогают для того, чтобы очищать наш родной город. Кандидат в советники муниципе Камрат Дмитрий Марарь выразил недоумение тем, что очень много мусора в пойме Ялпуга. Он всех призвал соблюдать чистоту в городе и более активно принимать участие в субботниках. Это очень плохо, я вам скажу, что мы живем в этом городе, и наши люди, ни в обиду не будет никому сказано, но чуть-чуть не соблюдают чистоту в этом городе. Не ценят, да. Даже не ценят свой труд. Потому что мы здесь живем, наши дети здесь живут. И мы должны следить, никто из нас, никто не придет и не будет убирать. Анатолий Кыса, заместитель председателя молодежной организации «Единство во имя будущего», уверен, что хорошее впечатление о нашем городе могут оставить чисто убранные въездные дороги и улицы. Вообще, Камрат – это наш родной город. Мы тут родились, живем и хотим жить. И, конечно же, хотелось бы, чтобы чистота в городе была на должном уровне. Но есть, конечно, некоторые моменты, где люди, сами жители, не всегда относятся к чистоте этой города. И вот мы сегодня с ребятами, молодыми нашими активистами «Единства во имя будущего» продолжаем нашу акцию «Чистый город». Мы уже не первый год, многие годы, сколько существует наша молодежная организация, мы каждый год устраиваем такую акцию. Роман Курбанов с большим желанием принимает участие в акции. Он считает, что мусор и грязь отрицательно воздействуют на здоровье человека. Очень много мусора, хоть и каждый год акция проводится. Естественно, благодарю тех, кто соблюдает чистоту, тех, кто приходят, помогают наводить порядок. Надо защитить это, который транспортом едет, контролирует. И чтобы они не бросали каждому защиту. Идет, выбрасывает. А что-то, кому это? Мы дышим. Для чего, делает эта красота? Раз, и второй, видишь, Николай Харлампьевич сам поднялся, пацаны все, стараются. Но если, он не войдет в состав, я не знаю, что будем делать.
Подобные акции проводились и раньше со взрослыми жителями Камрата по другим въездным направлениям. Сегодня молодежь убрала дороги в Чедерлунском и Чокмайданском направлениях, а также в пойме реки Ялпук.